Всем привет! Это здание необычной формы, привлекающее внимание отдыхающих парка первого президента, является музеем, который представляет собой многофункциональное инфраструктурное строение. Он располагается на левом берегу Астаны, на пересечении улиц Богейхана и Керей Жаныбек Хандар. Новое здание открылось в 2020 году. Ставьте лайки и подписывайтесь, чтобы не пропустить новое видео. Это поможет развитию нашего канала. На первом этаже располагается 6 экспозиционных залов музея, читальный зал и зал временных экспозиций. На втором этаже размещен многофункциональный зал на 2000 мест для проведения мероприятий различных тематик и масштаба. В нем регулярно проводятся танцевальные конкурсы, конференции и форумы. К примеру, мы посетили концерт Кенжебека в этом зале. Следует отметить, что мы застали выставку, посвященную Международному дню чая. Этот праздник отмечается ежегодно 21 мая. Он был закреплен резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН в декабре 2019 года. Как известно, употребление чая прочно вошло в повседневную жизнь и стало неотъемлемой частью казахского народа с XIX века. Кстати, на втором уровне размещается асхана. На третьем этаже находятся административные офисы, коворкинг, а также центр развития детей, позволяющий совершенствовать свои навыки на секциях инженерной математики и робототехники, лаборатории творчества, шахматы, дошкольное образование и английский язык. А также функционирует музыкальная студия Freedom. А теперь давайте перейдем к обзору самого музея. На входе посетителей встречает экспозиция «Мәңгілік ел» с изображением первого президента и народа Казахстана. Статуя Аксакала как символа мудрости, женщины-матери, хранительницы домашнего очага, батыра и военнослужащего современной армии, которые олицетворяют мужество и защиту Казахстана. В первом зале повествуется о биографии первого президента. Второй зал посвящен государственным символам Республики Казахстан. Примечательно, что вся информация оцифрована и представлена на 3 языках – казахском, русском и английском. Таким образом, процесс ознакомления превращается в настоящее мультимедийное путешествие в прошлое, настоящее и будущее Казахстана. В этом зале есть также «Золотой человек», макет стеллы Казах елі, Дворец независимости, Аккорда и многое другое. Тематика третьего зала касается столицы Нового Казахстана. Герб Астаны утвержден в мае 2008 года, на котором изображена птица Самрук, как оберег страны, мировое древо Байтерек, а голубой круг внутри символизирует независимость Казахстана. В этом зале сконцентрированы все достопримечательности столицы. Каждого посетителя привлекает внимание интерактивная карта города. 4-й зал про Казахстан в мировом сообществе. Здесь говорится о закрытии Семипалатинского испытательного полигона как беспрецедентном шаге в мировой истории. В Астане этому событию посвящен монумент «Стена мира». Смотрите наш обзор, ссылка на экране. Дворец мира и согласия как центр религиоведения и веротерпимости. В этом зале размещены экспонаты мировых религий. Макет дверей в священную Каабу.
Пятый зал – это проекция будущего. В нем представлено 100 новых лиц Казахстана и многое другое. В шестом зале представлены высокие достижения казахстанских спортсменов, прославивших нашу страну. К примеру, это пояс чемпиона мира по версии WBC Геннадия Головкина. Боксерские перчатки чемпиона мира по боксу Серика Сапиева. Казахские народные музыкальные инструменты, некоторые из которых имеют огромные размеры от пола до потолка. В целом с экспонатами музея можно ознакомиться в течение 1 часа. Кстати, экскурсия по музею абсолютно бесплатная. На первом этаже располагается сувенирная лавка, а также ресторан «Артси». Таким образом, каждый посетитель, независимо от социального статуса, возраста и предпочтений, может найти интересующую его нишу в многофункциональном здании музея, чтобы заниматься собственным развитием. На этом мы завершаем наш обзор. До скорых встреч!